Добрый день, уважаемые коллеги. Привет из Беларуси. Мой доклад посвящен традиции поминовения предков в белорусском народном календаре. В традиционном календаре белорусов концепт поминовения предков является базовой компонентой идеологии формирования его целостной модели и практически всех ритуальных практик. Столь важный семиотический статус почитания предков обусловлен прежде всего оседлым образом жизни этноса и спецификой ключевой сферы жизнедеятельности земледелия. Но поскольку настоящими хозяевами земли считались умершие предки, то ритуальный диалог с ними стал смыслообразующим фактором всего круга миротворения народного календаря. В мировоззренческих представлениях белорусов существует два наиболее распространенных собирательных понятия, определяющих формы и кластеры поминовения – родители и деды. В некотором смысле они тождественны, но чаще всего к кластеру родителей относят тех умерших представителей рода, которых поминают в дни родительских суббот, обычно накануне больших праздников, и которые входят в пространство временного континуума живой памяти их наследников. Собирательный образ поминовения предков и его мифы, семантические мифы ритуального воплощения в сакральном хронониме деды присутствует в системе календарной событийности белорусов несколько раз в году. Однако в процессе формирования социокультурных детерминант календарной событийности сложилось так, что осенние деды стали считаться наиболее значимыми, структурно развернутыми и наполненными глубинными мифосемантическими смыслами. На наш взгляд, социокультурный статус осенних дедов определяется общей картиной мироустройства и той мировоззренческой доминантой, в основе которой лежит идеологическая бинарная оппозиция «жизнь-смерть», и на которой возводится сосуществование мира живых и мира предков. Для того, чтобы понять глубинную сущность осенних дедов, следует указать на их теснейшую связь с весенним поминовением предков, получившим название Радоница. На Радоницу живые отправлялись навестить умерших, потому что в сознании этноса превалировала социокультурная детерминанта, прежде чем себе, предкам, из которой следовало уже главное правило землеустроения. Прежде чем навести порядок на своем приусадебном участке, следовало сходить на кладбище и навести порядок на могилах своих предков. На осенние деды души умерших следовало пригласить себе домой. Это календарное празднование стало без преувеличения можно назвать Днем национальной памяти, Днем родового веча, Днем родового единения. В этот день происходило ни с чем не сравнимое единение времени и вечности, как воплощение трансцендентной составляющей родового древа и вечного настоящего времени бытия. Белорусская лексема «Сусвет», «Вселенная» как нельзя лучше отражает характер событийности вселенского масштаба. В сакральные точки родового мира бытия, доме, сходились два света, два мира – мир предков и мир живых. Временной осью этого сусвету оказывалась потолочная балка-матица, на которой были вырезаны, вписаны имена ушедших в мир инобытия, тех, кто в разное время проживал в этом доме. Принципиально важное значение в этом контексте имеет социокультурный регулятив. Деды не устраивались в новом доме до тех пор, пока кто-нибудь из домочадцев не умрет. То есть пока в пространство родовой балки матицы не будет вписано первое имя ушедшего родственника. Поэтому жертвоприношение, как совместная трапеза людей и богов, живых и умерших, как нельзя лучше проявляется как раз в контексте обрядовой событийности осенних дедов, которые стали тем катализатором, когда время живых и время предков объединилось за одним поминальным столом, становясь воочию символом родовой соборности. Участники этой вечерней трапезы рассаживались за столом так, чтобы между ними было небольшое пространство, не прикасаясь плечом к плечу, место для приглашенных душ умерших.
Все, что подавалось на стол, одинаково раскладывалось по тарелкам живым и одновременно откладывалось, то есть от себя, для званых гостей. Два мира сходились, но при этом их пространство маркировалось параллельно. Взаимопроникновения не происходило. Характерной чертой трапезы становились консолидация, сотрапезничание, сопричастность, солидарность. Поминальным беседой за стольем руководил старший из присутствующих в доме мужчин. Поминовение предков на осенние деды происходило в строгой соотнесенности с целым рядом регламентаций. Принципиально поминальный характер застолья обусловлен смертью одного из членов семьи. Семейная пара распалась, поэтому конфигурация стола напоминала посмертный коридор для души. Стол ставили только в один ряд. А те, кто пришел на поминки, муж и жена, шире мужская и женская половина семьи, садились за стол друг напротив друга. Супруги одновременно продвигались по реке жизни, реке времени, коим считался поминальный стол, как когда-то в храме. В момент венчания они одновременно стали на рушник плечом к плечу, точно так же, только повернувшись друг к другу лицом, они садились за поминальным столом. Именно этот принцип гендерной самодостаточности, значимости и одновременно равенства перед Богом был доведен до логического завершения в традиции почитания своих предков. Домашний семейный стол лишь один раз в год изменял свою направленность по сторонам света. Когда он выполнял функцию поминального стола, его ставили не вдоль главной силовой линии порог красный угол, а поперек, непосредственно под третьей потолочной балкой, той, что находилась ближе к красному углу, и которая выполняла роль родовой скрижали. На ней вырезали имена умерших родственников. Таким образом, балка-матица, которая отделяла сакральную часть красного угла от остального внутреннего пространства дома, выполняла роль книги бытия, семейно-родовой хроники. Фактически это было пространство соборности самых почитаемых представителей рода и Поднебесья. Кроме того, в ряде мест Беларуси существовала традиция раздельного поминовения женской половины рода, бабы, которые отмечались в пятницу, и мужской, деды, в субботу. Важнейший конструктивный элемент внутреннего пространства дома, балка-матица, удерживающая на своих плечах мир семьи, как будто выходила за границы внутреннего пространства дома, вправо, влево, на восток и на запад, и уходила одним концом к своим корням, истоком рода, и одновременно другим концом пространства вечности. То есть становилась полновесным символом родового древа жизни. Уникальность ситуации еще и в том, что две онтологические формы времени, вечность и линейность, форма стола дольнего мира, на некоторое время сливались в единое целое. Нам представляется, что балка-матица в контексте осенних дедов является воплощением уникальной формы времени, которая при всей кажущейся линейности, как несущего элемента архитектоники домашнего Поднебесья, и опять-таки линейности последовательности ее хронологии как хроники рода, обладала синергией вечности. Но в таком случае семиотические метки, посмертное вписывание домочадца на плоскости балки оказывались своеобразной печатью Гермеса, за которой скрывалась тайна жизни и смерти всех домочадцев. Этот контекст мифологемы матицы изменил статус семейной трапезы. Ее дискурс приобрел координаты космизма, становясь дорогой жизни, млечным путем, по которому живые и мертвые шли навстречу друг другу. Процесс схождения изначально превращался в социокультурный экзамен добра, нравственности и ответственности. Именно поэтому в основе ценностной природы диалога с предками лежали многочисленные регламентации, ограничения и табу. В основе культуры родовой памяти положено прежде всего соблюдение канона и уважительное отношение к традиции. Это встречное движение начиналось на кладбище на весеннюю Радоницу, а завершалось за поминальным столом в день осенних дедов. Ни с чем не сравнимый цикл пассионарности впрессован в сознание этноса и кодовые структуры ритуалов, в пространстве которых космос, антропокосмос и анимокосмос становились макрокосмом мира человека. Завершающая часть ритуального универсума существовала непродолжительное время. Души предков
опять-таки специальной формой выпровождения отправлялись в мир инобытия. Однако пространство от красного угла и до матицы, с вписанными на ней именами умерших представителей рода, так и останется пространством сакральной вечности, если хотите, фрагментом абсолюта в экзистенциональном мире родового древа жизни. В таком случае совершенно по-иному следует воспринимать социальный и ритуальный статус хозяина семьи, который наделялся обычным правом садиться в торце стола в зоне красного угла на осенние деды и в день первой колядной кути. Конечно, он, являясь самым уважаемым членом семьи, одновременно считался демиургом, жрецом для основателей рода. После того, как сервировка стола завершалась, начиналась ритуально-событийная часть поминовения. Хозяин брал гробничную свечу, поворачивался лицом к иконам и читал молитву. В этот вечер она произносилась особенно торжественно, перерастая в последующий за ней реквием приглашения предкам с просьбой принять участие в совместной обрядовой трапезе. В это время все домочадцы выстраивались вслед за хозяином той последовательности, линейный вектор времени, срастающийся с вечностью, в соответствии с которой рассядутся за столом по своим местам. Тексты гимну приглашений имели две формы воплощения и состояли из двух разностилистических частей, фокусировавших в себе совершенно различные пространственно-временные континуумы, время Балки Матицы и Поднебесья. Одна из них была обращением к тем, кто в разное время жил в этом доме и чьи имена были вписаны в родовую книгу памяти. Начиналось приглашение персональным поименованием, а заканчивалось обобщенным обращением. Алена, Ира, Марьяна, Янка, Петрок, Анна. Завершающий фрагмент приглашения является подтверждением идеи, что Балка Матица в контексте поминального стола получает символическое продолжение во времени. Ее континуум устремляется к вечности у всех помнящих и непомнящих. Другой тип приглашения имеет экзистенционально обобщенный характер. Хозяин дома, произносящий сакральный текст приглашения, превращается в метафорическую фигуру основателя рода, первопредка, демиурга, вседержателя, деяния которые в завершающемся году были направлены не только на улучшение благосостояния семьи, но прежде всего на необходимость собирания своего рода и благодарения ему за соучастие в ежедневном диалоге с миром Поднебесья. Святые деды, зовем вас, ходите до нас, летите до нас, чим только хата багата, угостим и вас. Приходьте, деды, родители, и старые, и немовляты, и малые. І тому, кому некому істі, і тыя, хто ў гэтых мясцінах жываў, хлеба солі ядаў, каб было чым душу пополнить год от году, век от веку. Эти слова звучат как реквием и гимн одновременно. Это приглашение, сжатое до предела, до уровня древнейшего мифа архетипа, история рода, его культуры, нравственности, ментальности и общечеловеческих ценностей, кому некому исти, но осознанных через призму национального космоса, год от году, век от веку. Время проведения поминальных застолий ограничено природой структурирования суточного цикла. Как правило, они должны были завершиться до наступления полночи, которая разграничивала время двух миров – света и тьмы. К этому времени каждому из миров следовало оказаться в своем континууме бытия, сакральное действие заканчивалось актом выпровождения гостей и установлением специальной границы между этими мирами. Хозяин открывал входную дверь и говорил: «Святые деды, ели и пили, идите до себе». После этого закрывал дверь и приставлял к ней на всю ночь барану. Поминовение завершено, но стол будут убирать только на завтра утром. На непродолжительное время диалог между живыми и умершими будет приостановлен. Мир инобытия погрузится в зимний сон, а мир человека будет сжат до параметров его жилища. Таким образом, особенностью домашнего поминовения был процесс конвергенции двух потоков времени – вечного настоящего, проявленной части рода, и вечного поднебесного, непроявленного воплощения рода
в его демиургическом воплощении. А символическим локусом встречи двух миров является красный угол и балка-матица, выполняющая роль семейно-родовой хроники. Благодарю за внимание. Успехов вам в обсуждении широкого спектра заявленных проблем. Будем надеяться на новые встречи в рамках ваших научных симпозиумов. Спасибо.